Мы сначала предоставим слово Елене Владимировне, а потом отведем время для вопросов. Спасибо. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Хотела бы сегодня поделиться своими впечатлениями и своими размышлениями по перспективе развития культуры Республики Хакасия. Назначение должности исполняющего обязанности министра культуры совпало с важным политическим событием, с прямой линией главы Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина. И, кстати, эта прямая линия началась сразу с вопросов о культуре. Поскольку это, очевидно, были одни из самых наболевших вопросов. И, конечно, ключевыми вопросами обращений в первую очередь стала проблема заработной платы работников культуры. Уже неоднократно глава республики выходил с инициативой передачи полномочий в сфере культуры с муниципального уровня на республиканский уровень бюджета, который мы поддерживаем. И базовым условием будет переход к новым формам финансового обеспечения, предоставления услуг и внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат. Первым шагом является передача полномочий в сфере культуры с уровня поселения на уровень района. Вот таким пилотным проектом является опыт Бейского района, в рамках которого на основании заключенных соглашений 4 сельских дома культуры, это Сабинский сельсовет, переданы на районный уровень, что позволяет гораздо проще и прозрачнее финансировать работников учреждений культуры. В рамках исполнения указа президента от 7 мая 2012 года, и это позитивная новость для работников культуры, будет осуществляться поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений. В связи с чем в Министерстве культуры проводятся комплексные мероприятия. Совершенствование выплат стимулирующего характера, вырабатываются критерии и условия их назначения. И введение системы нормирования труда. Кстати, творческого нормирования труда, чего до сих пор еще не было сделано. Уровень средней заработной платы в 2018 году составит 100% от средней заработной платы в Республике Хакасия. То есть это очень значительное повышение. Сегодня, особенно в период экономического кризиса, важно понимать, что повышение заработной платы, повторяю, оно будет значительным, особенно для творческих работников, коснется далеко не каждого. Не секрет, что в творческой сфере по-прежнему актуальны проблемы личной ответственности, трудовой дисциплины, соответствия профессиональному классу. То есть эти вопросы, которые напрямую связаны с этикой труда. Нередки в творческой сфере пассивность, иждивенческие настроения, творческая инертность, стремление эксплуатировать былые заслуги, отсутствие профессионального. Так называемое экстенсивное. Это когда культура развивается за счет приглашенных гастролеров. Да? Вот эта модель у нас очень активно развивалась. И, кстати, Черчиян – это в основном вот такая экстенсивная модель. Приглашаем разных гастролеров, разные театры для обмена опытом и так далее. Что, конечно, нужно для развития культурной жизни. А вот есть интенсивная модель, она связана с умением, во-первых, воспитывать свои кадры и своими собственными силами поэтапно развивать культуру Хакасии. Вы понимаете, как только происходит перекос в ту или иную сторону, да, начинается дисбаланс. Что это значит? Это значит, перестает развиваться наша культура. Вы понимаете? То есть не должно быть перекоса в сторону приглашенных. Да? Наоборот, развивается наша культура, она очень быстро превращается в локальные и даже местечковые явления, потому что нам обязательно нужен культурный обмен, нам нужен ветер перемен, нам нужно, кстати, повышение квалификации профессиональной. Поэтому мы обязательно должны приобщаться к мировой культуре, к российской культуре. Поэтому вот в рамках даже этого фестиваля очень важно так выстраивать нашу работу, чтобы это было, с одной стороны, и знакомство с новыми коллективами, и вместе с тем это способствовало росту и развитию наших коллективов. Вот я должна сказать, что, к сожалению, в прошедшем Черчияне практически остались незаметны наши постановки нашего театра. Даже с точки зрения рекламы они фактически никак не были озвучены. Но это я сейчас говорю не для прессы широкой, да? Вот это в известном смысле вызвало много вопросов. Не были даже заявлены эти спектакли, да, хотя это были очень интересные спектакли того же самого Хакасского драматического театра. Повторяю, поэтому вот здесь, когда проводятся такие мероприятия, очень важно не потерять своего лица. Я вообще считаю, что главный сегодня приоритет культуры, как в песне поется, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Сегодня очень важно нам всем не потерять лица нашей культуры. Вот это главный и генеральный приоритет. Во всяком случае, я с этим пришла. Спасибо.
есть вопрос? Пожалуйста. Ирина Светлановна, у вас подшефная деревня Карагай. Какие у вас планы насчет этой деревни в будущем? Ну, я уже сказала, что, во-первых, я сама уже в ближайшее время поеду в эту деревню, потому что мне нужно познакомиться с этой деревней, да. Вот, естественно, мы туда везем подарки и свою концертную программу повезем, как всегда. Это традиционная работа. Но вместе с тем, там будут и мероприятия, посвященные юбилею Георгия Ивановича Чубаракова. Я сказала, поэтому там будет много концертов, будет новая программа, потому что для нас это один из столпов нашей. А там вот напротив